презентации, только с командировки недавно что прилетела. Я не успела подготовить вам презентацию. Но я хотела бы поделиться о нашем молодежном движении Enactus. Enactus — это сообщество студентов, лидеров образования и бизнеса, где студенты реализуют проекты под менторством как раз-таки лидеров образования и бизнеса. Они реализуют проекты на улучшение качества жизни нуждающихся людей, используя какие-либо предпринимательские действия. О том, какие есть примеры и всего остального, я хотела бы оставить этот пример следующему спикеру. Как раз следующий спикер будет рассказывать о своем проекте, который они реализовали, будучи в команде Enactus КСУ. Сегодня меня попросили рассказать о своем движении как некую альтернативу традиционному образованию. Но я хотела бы сказать, что такие движения не должны быть какой-либо альтернативой. Это должно быть больше всего дополнением. Потому что это возможность развивать себя, получая какие-то академические знания, применять их на практике. Как раз Enactus — это та площадка, где вы можете использовать свои знания, полученные в стенах университета, уже на практике, реализовывая свои проекты. Хочется сказать, что студенты наши реализовывают самые различные проекты. Главный критерий — это улучшение жизни их бенефициаров путем каких-либо предпринимательских действий. Также посыл нашего движения в том, чтобы студент развивался, чтобы студент получал некие знания, и некие знания, говоря уже такие практические, и находил какие-то контакты в развитии своей карьеры. Эмиль, я хотела бы вас спросить, принимаете вы на работу сразу выпускников? Да, у нас даже были случаи, когда работали, сотрудничали с вами те, кто продолжает учиться. Коррекция, но бывает такие. Бывает. Но это такой маленький процент. Нет, не обязательно. Это не зависит. Это даже не зависит от того, что закончил. Это даже не зависит. Отличная у вас компания. Супер компания. Это к чему я, потому что большинство компаний, большинство наших партнеров жалуются на то, что студенты вообще не подготовлены к работе. Когда человек выпускается, выпускник приходит устраиваться на работу по своей специальности, и он не понимает, что он должен делать, как это все работает. Ему несколько лет впихивают теорию, он приходит на экономфак, год учит, что такое вообще экономика, это и все остальное. Но выпустившись, он не понимает, придя даже закончив банковское дело, не понимает, что я должен делать. Лично у меня я закончила банковское дело, но придя в банк, у меня были широкие глаза, я думаю, что мне делать, покажите мне. И банк тратил на меня 3 месяца для того, чтобы меня обучить, чему-то показать. И я понимала, что мои 5 лет это было что-то такое. Я, кажется, могла в принципе прийти за 3 месяца, как раз почитать дома книжки, и все. Но это уже разговор о качестве нашего образования в Кыргызстане и всего остального. Мы надеемся, конечно, что оно когда-то изменится. И говоря о качестве, молодежные движения, они должны быть просто каким-то дополнением. Молодежных движений в Кыргызстане очень много, особенно в Бишкеке. Вот даже представитель АИСИК. АИСИК, еще много недавно открылись какие-то группы, вроде EG, точно не помню, как называется, но таких движений очень много, где мы пытаемся развивать молодежь, пытаемся пытаемся ту щель заполнить
нашего образования. Да? И, говоря сегодня об Enactus, я хотела сказать, что каждый должен, наверное, каждый, будучи студентом или даже выпускником, просто как-то проштудировать, какие у нас есть молодежные движения, и каждый сам для себя выбрать, где участвовать, возможно, даже совмещать где-то в различных местах, но обязательно это должно быть вашим дополнением к образованию. И, кстати говоря, об образовании можно узнать, кто из вас студенты вообще. Два студента, остальные уже специалисты, школьники. Школьники, да? Второй выше идет? Тоже идет. Остальные у нас большинство школьники или какие-то уже специалисты? Специалисты. Школьники и специалисты. Ну, для школьников я хочу сказать, что у нас есть прекрасный проект TIME, Teenagers and Free Enterprise, там, где они обучают каким-либо экономическим понятиям, да, и бизнес-концепциям, где вы можете там изучить понимание там, финансовой грамотности, бизнес-планирования проектов, да? Окей, сейчас быстро. Но много говорить не буду. Можно эти 2 минуты лучше передам Аджаре, который будет рассказывать про проект. На самом деле важная суть того, что как наши студенты реализуют проекты, какие и насколько они были важны их бенефициарам. Спасибо большое. Спасибо.